Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Что мы знаем об архитектуре городов Хазарского Каганата? Мы знаем, что там были крепости. И более того, есть замечательная книга Валерия Сергеевича Флёрова, своего главного специалиста на данный момент по Хазарскому Каганату, где он объясняет, что это вовсе не города. Это действительно были крепости, которые могли служить убежищем. Вот. Но это не города в полном смысле этого слова. Итиль тоже, про Итиль известно крайне мало. То есть письменные источники, которые говорят о том, что, его называют город, крепость тоже можно назвать, что был город, который находился то ли, в дельте, скорее всего, в дельте Волги, хотя его ищут там не только там, но в разных других местах. Но, по крайней мере, это город, который стоит на острове, который разделен на 2 или 3 части, там некоторые противоречия есть, протоками разделен на 2 или 3 части, и там находится дворец Кагана. Но мы занимаясь раскопками, по крайней мере, Итили не Итили, но городище, которое начинает свое существование в хазарское время, это в Нижнем Поволжье Самоздельское городище в дельте Волги, мы пришли к выводу, что дворцом, скорее всего, крепость называли. Вот. Это если сравнить, опять же таки, с работами Флёрова и его предшественников на Дону, то там тоже какие там дворцы? Там исключительно крепости. То есть в данном случае, я так думаю, это такое смещение. То есть крепость хана Кагана стоит на острове. Вот. И никаких монументальных построек хазарского времени мы не имеем. Да, только крепость из таких монументальных построек. А внутри крепости, если брать Саркел, который хорошо был раскопан, много копался, потом копается, до сих пор, по-моему, еще копается правобережное Цимлянское городище, в общем, другие городища. Все-таки там самые такие постройки, это действительно стены крепости. А внутри там может быть что там? Там были землянки, там были юртообразные жилища. Ничего такого монументального. В Саркеле там было, правда, что-то, по-моему, какая-то постройка монументальная, но все равно это на дворец как-то не тянет, да. Но, кроме того, Саркел, вообще-то говоря, строили византийцы. Они все-таки могли там построить что-то такое. Это известно, что это строили византийцы, там, из кирпича такого, в общем, по образцу византийства. Вот, поэтому нет. Поэтому все-таки, если мы берем золотоордынские города, там совершенно другие традиции. Они, конечно, если говорить о Золотой Орде, ее возникновении, то это огромное государство, которое состоит из разных там районов, регионов, и туда вошла и Волжская Болгария, и там некоторые оседлые еще регионы типа Северного Кавказа. Он так не очень... Нет, там все-таки там была оседлая. Северный Кавказ, Крым, конечно, такой оседлый регион. Где-то Молдавия там тоже, в общем... они в разной степени, но там все-таки было какое-то оседлое население. А основную эту часть составлял Дешты-Кипчак, то есть Половецкая степь. И это было государство огромнейшее, основанное монголами-кочевниками, основную часть которого населяли тоже кочевники, кипчаки, да. Вот. И тут вдруг, естественно, первоначальной столицей считается был Болгар, действительно, администрация там какая-то находилась, и монета чеканилась, но где-то уже в середине XIII века начинают строиться новые города, в частности, в Нижнем Поволжье. Вот такие новые, ханские города, причины их возникновения, там про это тоже много писали, и они возникают, Герман Алексеевич Федоров Давыдов, вообще основатель золотоордынской археологии, он писал о том, что они возникают на пустом месте. Как сейчас выясняется, может быть, не совсем на пустом, потому что некоторые действительно не имеют подстилающего слоя, но, в принципе, какая-то оседлая жизнь в Нижнем Поволжье была. Если Итилем его не признают, и, в общем, действительно доказать и то, и другое, в общем, и то, и обратно, это еще довольно сложно, то, что это был город Саксин в XI, начале XIII веков, с этим как-то никто особенно не спорит. Но Саксин тоже такой город
довольно специфический, построек там было, конечно, много, но это та еще архитектура, в общем. Там не было такой развитой. Там были даже постройки, там все постройки были либо из турлука, а турлук это что? Это фактически из грязи и палок. Но нет, это, значит, это каркас строился из, каких-то даже не бревен, а жердей, и все это вот обмазывалось глиной. Да. Но там даже не глиной, я бы сказала, а смешанным культурным слоем. То есть просто грязь. Фактически, да. Это не то, что там специально добывали где-то глину, там. Нет, насчет мечети должны были быть, потому что они известны по письменному истории. Ничего такого монументального мы там не нашли, потому что, да, еще, кроме вот этих вот турлычных домов, еще там есть довольно много построек, в частности, вот домов из обожженного кирпича вторичного использования. То есть он весь битый, он, значит, ломанный. То есть это не то, что обожгли кирпич и из него построили, а это разбирали какие-то постройки предыдущего времени, как мы предполагаем, вот как раз казарского времени, крепость. Разбирали и строили из него, вот что могли, то и строили. То есть там были даже вот в XI-XII веке такие многокомнатные дома, несколько таких мы, в общем, нашли, но многокомнатные это тоже там не 20 помещений, а там 3, там 4. Нет, один был дом 5 даже комнат там было. Но тоже это не высокого ранга архитектуры. Это вот действительно построили как смогли. Смотря что называть дворцом. Вот. Нет, в общем, на самом деле самодельное городище раскопается уже больше 20 лет, раскопанное все-таки достаточно, конечно, относительно общей площади маленькие площади, но тем не менее, все-таки мы большой кусок раскопали. Про дворцы пока речи совершенно не идет. Вот самый такой, несколько у нас есть многокомнатных домов, то есть там помещений 5. Но дело в том, что они, конечно, сильно разрушены, потому что когда население живет на одном и том же месте, то есть город на одном и том же месте стоит, то, естественно, более поздние играют более ранние. Поэтому там ничего целого, в общем, нет, но все равно какое-то представление мы можем. В эпоху Золотой Орды, если говорить про Самозвельское городище и там про Саксин, то в эпоху Золотой Орды как раз происходит полное его захерение. Дело в том, что там, как раз в первой, третьей даже, я бы сказала, XIV века, время Узбека, когда как раз золотоордынские города строятся вообще там с невероятной там скоростью, их там становится много, они такие, в общем, то тут, наоборот, происходит полное захерение, потому что оно связано с трансгрессией Каспийского моря. То есть вся эта территория просто начинает затапливаться такими сначала наводными явлениями, а потом в какой-то момент ее затапливает. Поэтому как раз про золотоордынский период Саксина ничего говорить особенно нельзя, потому что, можно, то есть там есть какой-то, просто утонул, и в общем, это был какой-то такой довольно зачуханный поселок рыбаков, а не какая-то там столица, в общем. Самый расцвет этого как раз Самозвельского городища, это, конечно, саксинский период, потому что это был большой. Это не значит, что он был там невероятно красив и невероятно там были какие-то там постройки, но это был очень большой торговый город, в котором, это, собственно, он стоял на Волжском торговом пути. Сложно сказать, кто под чьим влиянием был, потому что мы так считаем, что дело в том, что там вот действительно болгарская такая керамика, вот типичная для болгара, она там тоже появляется, причем появляется, возможно, раньше, чем в Волжской Болгарии. То есть мы думаем, что это как раз какая-то группа болгар, которая шла наверх, она осела в низовьях Волги, а остальные пошли и как раз пришли на территорию современной Волжской Болгарии. И вот мы как раз вчера были в музее и видели в очередной раз, не первый раз, конечно, видели сосуды болгарские, такие типичные, там всякие кружки, там кувшины, вот очень похожи на наши, но погрубее, надо сказать, да. Вот наши как-то, я не могу сказать, что они сильно изящные, но они так потоньше, все-таки так как-то поаккуратнее. Вот, поэтому, да, это действительно как бы керамическая традиция одна, но все-таки нельзя сказать, что она отсюда пришла туда. То есть мы так сначала думали, что это была какая-то фактория Болгара, но это когда мы только начинали работать. А теперь мы думаем иначе. Наоборот, это, в общем, какая-то часть Болгара села там, а какая-то вот здесь. Вот. Это как-то так-то. Если мы берем вообще жилую архитектуру Волжской Болгарии, то это, в общем, в основном деревянные дома срубы, которые
которые там что-то про них известно, но, естественно, сохраняется это все плохо. Вот. Значит, самый крупный город до монгольского периода Волжской Булгарии — это Беляр. Вот. Там действительно тоже было много деревянных построек, но там раскопана большая мечеть, причем две мечети. Одна деревянная, а другая каменная. Причем долгое время считалось, что это как бы единый комплекс, но я вот там не получается никакого примыкания, хотя Альфред Хасанович Халиков, известнейший вообще казанский археолог, в общем, действительно такое светило, он писал, что, в общем, сначала построили деревянную, а потом, значит, пристроили. Вот. Но там не получается, потому что стена вот этой каменная, она приходится на стену деревянной. Я так думаю, что сначала была деревянная, причем она была больше, вот, а потом, ну, от деревянной что осталось, собственно, там следы и стены, в основном вкопанные столбы, вот, ну, то есть были какие-то колонны, которые поддерживали, но это, в общем, ямы от столбов, в общем, мало что. Есть очень хорошая реконструкция, то есть не очень хорошая, а очень красивая реконструкция, насколько она соответствует действительности, я не уверена. Вот, а каменная мечеть, ну, там тоже с реконструкциями не очень, потому что всегда хочется, чтобы было очень красивое, высокое такое здание. Вот. Но, по крайней мере, можно точно сказать, что она все-таки более поздняя. И, конечно, сейчас я так навскидку не вспомню, какого она размера, но это очень крупное такое здание. Я даже проводила подсчеты, сколько верующих вмещало деревянное, сколько, значит, каменное. И как раз получалось, что если их объединить, ну, я цифры сейчас вам не назову точно, то не могло быть такого количества верующих, это же все-таки в основном мужчины, и там просто столько населения не жило в этом самом городе. Ну, примерно, да. Ну, как-то слишком много. Ну, сейчас такие не строят, в общем. Вот. Но это надо точно смотреть, потому что у меня есть подсчеты, так, знаете, сходу не скажу. Ну вот, и там было вообще несколько зданий, таких, там планировка. Стиль не определяется, поскольку мало что сохранилось. Но определяется планировка. Планировка была такая же, как, собственно, и потом у мечети в Болгаре. То есть это большое такое прямоугольное в плане здание. С северной стороны находился вход. И зал, разделенный колоннами на несколько нефов. Да. Вот. И, значит, что еще, если уже закончить про Беляр, там еще есть одно довольно монументальное здание, которое долгое время почему-то считалось караван-сараем, но сейчас, слава богу, это здание, часть помещений которого имеет подпольное отопление, в общем, это большая баня, большая общественная баня. Да, дом феодала тоже, это другой, нет. А там большая, которая караван-сараем называлась, да. Вот, и там причем два отделения, одно мужское, другое женское. Женское маленькое из 2 комнат, а мужское там из большего количества. А то, которое дом феодала, тоже. Это тоже баня. Вот дом феодала находится прямо рядом с мечетью. И когда вот я, это много лет назад, когда я начала заниматься банями, а, собственно, я начала заниматься им еще студенткой, тогда диплом писала, потом диссертацию писала, я вот поняла, что, в общем, здание с подпольным отоплением — это всегда баня. Здесь писали, значит, исследователи писали, что нет, у нас так холодно, что у нас, значит, вот отапливаемые полы. Это не нужно совершенно. Это большой расход топлива, а эффект, в общем-то, совершенно не обязательный, потому что вполне в деревянном здании простая русская печь прекрасно отапливает любые морозы, им, в общем, совершенно не нужно там, чтобы был отапливаемые полы. Это только вот действительно в банных сооружениях вот по всему миру, можно сказать. Эта система Гиппокауста возникла в Древнем Риме, была придумана Сергием Аратой, да, описана у Витрувия, значит, что-то прописано, как вот эти столбики делать, как на них полы настилать, куда уклон должен быть, потому что уклон должен быть очень важен, чтобы дым шел вверх, они вниз, такой небольшой уклон должен быть. Вот. Все это прекрасно описано. И вот, собственно, почему именно в Волжской Болгарии это должны быть дома, когда по всему восточному миру это баня. Да. Вот. И действительно, и мне тогда еще говорили тоже, как это там, баня рядом с мечетью? Нет, здесь должен быть дом феодала, там, может быть, там, священником. Наоборот. Как мы теперь знаем, да, как мы теперь знаем вообще, по всему, опять же таки, мусульманскому миру баня и мечеть, они неразрывно связаны.
Вот. И более того, многие мечети имели бани в качестве вакуфных заведений, то есть людей, которые они получали доход при мечети. Ну и, конечно, для каждого мусульманина нужно сначала совершить омовение, потом идти в мечеть. Поэтому это действительно комплекс совершенно неразрывный. И рядом с мечетью должна быть именно баня. А дом феодала может быть там где-нибудь в стороне. Вот. Но это что касается Беляра. Вот. Но если говорить о золотоордынском периоде, то это Балбар, конечно. Вот. Ну, все знают сейчас там великолепный вот этот музей, заповедник под открытым небом, да, и все эти монументальные постройки тоже. Раньше считалось, что, очень хотелось, что, все-таки Волжская Болгария, что болгары имели свою там такую культуру, действительно имели, конечно, но все-таки вот все эти каменные постройки, они построены во время Золотой Орды. И самый расцвет вот этой вот монументальной архитектуры, это все-таки Золотоордын. Кто конкретно строил, кто конкретно камни клал, это я вам не скажу. А вот какие вообще архитектурные вот там, собственно, влияния, это как раз все хорошо прослеживается. Значит, тоже почему-то очень хотелось, чтобы это была Средняя Азия. Но согласитесь, в Средней Азии не так много каменной архитектуры. Там строили в основном из кирпича. Средняя Азия — это исключительно глина. Это кирпич. Вот либо срез, либо сырцовый кирпич, причем он там был такого качества, что постройки вот там, я не знаю, античного времени до сих пор, значит, они, конечно, там обычно все равно стены там не прошибешь вообще, как бетон. Вот. А это самое... И обожженный кирпич. А какое каменное строительство? Вот, и когда, в старых там учебниках писали, что вот пригласили мастеров из Средней Азии, и те давай строить из камня. Они же просто не умели элементарно это делать. Значит, нужно искать вот мастеров, которые вот умели строить именно из камня. И в Золотой Орде, если посмотреть, это кто? Это мастера из Закавказья. Но дело в том, что тут прослеживается не столько армянское влияние, сколько малазийское, да, сельджукское именно. Вот по архитектурным формам, вот то, что я говорила, мечеть — это большой такой зал, разделенный на нефы рядами колонн. Это традиция сельджукская, потому что мечети, они когда возникли, вот первая мечеть — это дом пророка. А дом пророка — это большой двор, вокруг которого были вот какие-то комнатки, значит, и, в какой-то части, значит, молились. Обращенный на Мекку. Я не знаю, я не помню, Медина, как она с Меккой соотносится, но, в общем, обращенный на Мекку. И, собственно, от этого и пошла планировка мечетей ранних. И они все имеют такую дворовую планировку. И вот эта дворовая планировка, там с разными видоизменениями, я уже не буду в это вдаваться, она распространяется по всему мусульманскому миру, вернее, по его западной части. Вот. А восточная часть, там было сильное влияние Ирана, а Иран — это до монгольского, до мусульманского периода, это купольные постройки. Это вот там, я не знаю, в общем, там было много разных купольных построек. В Средней Азии и в Иране возникают купольные мечети. Причем сначала это могли быть небольшие однокупольные мечети, а потом они там как-то разрастаются и становятся многокупольными. Вот. И в конце концов они соединяются с этим дворовым планом, и если вспомнить более поздние мечети там той же Средней Азии, то там и купола есть, и в то же время есть большой двор, и еще возникает 4 айвана по сторонам, такая 4-айванная планировка. А в Малой Азии, то бишь современной территории Турции, там происходило вот это сокращение вот этого внутреннего двора. Вот. И были там мечети дворового плана, но почему-то вот он так сокращался, как пишут в основном историки архитектуры, потому что там очень холодно. Мне кажется, там не очень холодно, но тем не менее. Вот. И, в общем, там происходит вот сокращение этого внутреннего двора, и либо это действительно полностью перекрытые помещения вот именно
такой зал, разделенный на неф рядами колонн, или, может быть, сохраняется очень небольшой такой редуцированный внутренний дворик, совсем маленький, над которым световой фонарь, под ним фонтан вот в этом маленьком. Да, но это двором не назовешь. Это просто вот действительно такое как бы отверстие в потолке, под ним, значит, вот такой какой-то мощеный. Вот эта вот традиция как раз и проникла в Золотую Орду. И если посмотреть по всей Золотой Орде мечети, причем большие джума мечети, то они все имеют такую планировку. Вот я этим занималась как раз, да. К сожалению, вот квартальные мечети, вот маджиты, они в Золотой Орде почти не найдены. Вот. А если бы были найдены, то есть, ну, я вот так думаю, что они могли бы быть разными, потому что это уже, ну, ее населяли разные народы, и каждый в своей квартале могли, да, построить. Ну, это вот я так предполагаю, и думаю, что, в общем, не безосновательно. А вот большие мечети, джума, они явно строились по указу. И по указу и был регламент, как она должна выглядеть. И поэтому все они имеют совершенно одинаковый... Нет, они, конечно, отличаются друг от друга, но вот этот вот основной план, это действительно большой колонный зал. Вот. Ну, естественно, на севере вход, на юге михраб, да, могут быть еще у больших мечетей, как, собственно, вот в Болгаре, например, 2 еще входа с 2 сторон дополнительных. Ну, кстати говоря, в Болгарской их сделали потом. Сначала был один вход, а вот эти боковые. Сейчас мы вчера были, там еще какие-то дополнительные, там по 3 входа с каждой стороны, это неправильно. Там 2 входа, а остальное это окна. Это окна, да. Но они могли быть действительно довольно низкие, это я уж не знаю. Мне казалось, что они должны быть повыше. Ну, по тем материалам, которые я читала, значит, и там даже у того же Айдарова, значит, с которым я там во многом не согласна, но у него, по-моему, там все это описано, что это все окна, и никак иначе. Вот, так что, значит, вот сильное влияние Малой Азии. Во-первых, значит, это вот планировка мечетей. Потом, если мы возьмем мавзолеи Булгара, то они вообще очень интересные. И если искать аналоги, то ни в какой Средней Азии никаких. Вот, это на что похоже? Это похоже на, значит, ну, есть такой тип башенные мавзолеи. Это, значит, они как раз в Малой Азии, то бишь в Турции, их огромное количество. Это в любой город заедь, и там вот такие они, как карандашики. Вот это такие вот шатровая крыша и, значит, такой вот карандашик. А некоторые имеют основание квадратное. Вот. И вот я даже прослеживала там, что если немножко изменить пропорции, там вот это основание сделать повыше, а, значит, верхнюю часть пониже, оставить шатровую крышу, вот получается болгарский мавзолей, да, один в один. И вот я, значит, занималась этими изысканиями, а потом мне попалась книжка еще одна, потому что, ну, всего вот, и там, да, не всего не охватить. И там я увидела, это, правда, не мавзолей, а это, значит, караван-сарай, по-моему, называется Карахан. И вот на крыше этого караван-сарая такая надстройка, которая это просто болгарский вот мавзолей восточный. Вот его вот эту снять с крыши, да, и все. То есть это да, Карахан в Турции, да. Это очень четко прослеживается, что вот это вот малазийское влияние на архитектуру и всякие детали. Дело в том, что вот как в этих болгарских мавзолеях, там квадратное основание, такое, ну, призма идет такая, потом треугольные такие скосы, которые переводят вот к такому уже к восьмиграннику, а потом уже, значит, шатровая крыша. Вот. Ну, шатровая крыша – это тоже характерная черта вот Малой Азии, малазийских вот мавзолеев. Именно шатровая, а не полусферическая. Вот. И, значит, вот эти вот треугольные скосы, они вообще называются турецкий треугольник. А кроме того, внутри, там тоже для перехода к куполу, вот я вчера еще раз проверила, значит, переход к куполу опять же таки, квадратная комната, чтобы был переход к кругу, куполу, для этого, значит, по углам делают такие специальные приспособления, которые называются там тромпы или, значит, паруса бывает, значит, ну, для того, чтобы вот как бы скосить. Ниши такие бывают в углах. А здесь вот такие идут треугольники прямо вот по всему, значит, которые переводят вот этот треугольные такие, они называются пирамидальные тромпы, вот, которые, ну, вот,
идут вот так, сужаются, и становится, соответственно, вот переход становится к многограннику вот этого самого. Это вот если заглянуть внутрь, а сейчас, слава богу, они все открыты, то там эти пирамидальные тромбы хорошо видны. Это тоже чисто сельджукская традиция. Только у сельджуков такой вот переход. Вот когда другие там полусферические, допустим, эти самые тромбы, то это в разных культурах, в разных традициях архитектурных, а вот это только у сельджуков. Поэтому все очень четко. Значит, но это именно вот архитектурная традиция. А конкретно кто строил? Ну, какие, может быть, и армяне, потому что, ну, Во-первых, известно, что в Болгаре была армянская колония, да, и вот есть даже там некое здание, которое Греческая палата называется, что это вроде бы как армянская церковь. Ну, А вы согласны? Не знаю. Я не знаю. Там настолько мало от нее осталось, что, в общем, там нет не за что зацепиться. Вот. Ну, возможно, если там жили армяне, в принципе, могла быть такая церковь. Вот. Ну и вот, может быть, азербайджанцы тоже. Ну, просто какие-то вот... А турки не могли сами? Тоже могли быть. Они же вассалами какое-то время Золотой Орды были? Нет, могли. Ну, например, вот в Крыму это очень четко прослеживается, там даже есть могилы с надписями, что действительно, да, ну нет, не обязательно архитектор, ну просто вот что именно конкретно сельджуки. Нет, есть одна строительная надпись, где там упоминается. И очень сильное влияние было именно малайзийское на архитектуру золотоордынского периода и даже до золотоордынского периода в Крыму, и, соответственно, такое же могло быть и в Волжской Болгарии, только единственное, я говорю, что я точно не могу сказать, то непосредственно сами эти сельджуки или через вот это все проникло через Закавказье. Это уж пока... А вот сферический мавзолей, это... Какой? Сферический, ну там же ханская... Нет, вы знаете, значит, что касается, тут еще надо не путать. Значит, вот восточный и северный мавзолей, вот восточный, значит, он стоит целиком с крыши, а северный у него такой купол. Это внутренний купол. Дело в том, что купол же он двойной, вообще-то говоря. Это внутренний купол перекрывает внутреннее помещение, а сверху над ним делают шатровую круг. То есть это... Да, а тут просто, не сделали. Вот. То же самое, кстати говоря, с ханской усыпальницей. Ее просто, на мой взгляд, не очень правильно отреставрировали, потому что там, во-первых, тоже были треугольные вот эти скосы, и это очень хорошо видно на старых фотографиях, потому что там вот углы как-то так, а там сделали прям такие ровненькие. И сделали такой полусферический куполок, но это тоже внутренний купол. Тот же академик Айдаров, который как раз очень хотел, как-то все время пишет о том, что это влияние Средней Азии, но он тоже признает, что у ханской усыпальницы у нее был барабан только вот такой восьмигранный, только очень невысокий. Если вот у этих вот такой он довольно высокий, то здесь был очень невысокий, то есть это пишет сам Айдаров, поэтому, который противник как бы всего этого, значит, так оно и было, в общем-то. И тут тоже был, скорее всего, тоже, шатровое было покрытие этого мавзолея. Ну, как вот я так предполагаю, они примерно одинаковые, да. А вот, продолжая тему мавзолеев, архитектуры мавзолея Золотоордынской, хочется про памятник в Чишмах спросить. Там тоже есть два памятника, и там вот разные точки зрения. Там, понятно, если янтарное, что это Тамерлан там приехал, кого-то похоронил. Там. Да нет. Это такие фольклорные фольк-истории. Нет, во-первых, значит, в одном из этих мавзолеев, сейчас я боюсь, как бы... Хусейнбек? Да, вот Хусейнбек. Там вообще известно, кто похоронен, известен этот Хусейнбек, значит, это самое, вообще вся его жизнь, там, про него вообще много чего известно. Он, правда, умер в очень молодом возрасте, насколько я помню, но, тем не менее, успел сделать много хороших дел, поэтому вот его там почти святым, да. Вот, значит, внешний облик этого мавзолея – это результат самодеятельной реставрации начала XX века. Вот, просто разрушалось, вот они как смогли, так и восстановили. Да, починили. А что касается мавзолея так называемого Турахана, то он целенький, он, значит, у него там только верхушка крыши немножко разрушилась, и, в общем-то, его архитектурный облик как бы не изменялся, и по нему видно, что это практически копия вот болгарских мавзолеев, только несколько такая более грубая, поскольку
устроилась в степи, там не было, может, таких искусных ремесленников. Ну, Вот. даже камень, говорят, из Болгара привезли часть. Ну, камень я не знаю, мне кажется, что устойчив стал, да. ну, может быть, да. Нет, дело в том, что да. Ну, дело в том, что, собственно, такой известняк-то там есть. Я была, там и есть. А вот какую-то часть, может быть, действительно привезли, и купола там делали из такого туфа, ну, для облегчения вообще, как бы вообще купола, да, несущие, да, ага. да, да. Ну, просто чтобы не очень это самое, что поддерживать тяжело было туф, они рыхлые, значит, вот. Это очень частый прием, по-моему, в Волгаре тоже он применялся, что стены вот из известняка там или из песчаника, в общем, что есть. А купол, значит, Ну, вот я тоже вот читал, могу ошибиться, Яблонский, что ли, Яблонский. он писал о том, что 2 традиции ислама было в Золотой Орде, как бы булгарская, вот на основе захоронения, он говорил, булгарская и среднеазиатская, то есть как бы там более простое захоронение, и вот как бы Ну, мастаба, что ли. Вот, ну да, да, да. Нет, ну, может быть, да. Но вы знаете, это тут я давайте не буду, потому что Яблонский большой специалист, конечно, был по именно погребениям, погребальному обряду, а я все-таки занимаюсь больше архитектурой, поэтому давайте я не буду этим Ну, тогда в скажу, продолжение да. этой темы архитектуру делят в Золотой Орде на кирпичную и каменную. Вот Да, это можно да. так? Конечно, конечно. А вот в Волгаре была кирпичная архитектура? Кирпичная тоже была. Здесь нет, ну, стены частично клались из кирпича. Вот. Но дело в том, что все равно как бы превалирует каменная архитектура. Вот. И это вот как раз зона именно каменной архитектуры, и мастера были, значит, вот, которые занимались. А если мы берем Нижнее Поволжье, то там каменной архитектуры практически нет, там, ну, камня нет. Там вся она вот кирпичная, и там как раз вот прослеживаются среднеазиатские традиции. И, конечно, там были мастера из Хорезма, и, значит, вот они, собственно, обжигали этот кирпич, они строили, но при этом, вот опять же, если брать планировку мечети, то планировка все равно малазийская. Сохраняется. Да, потому что я говорю, потому что это было регламентировано. А строили уже ее из кирпича среднеазиатские мастера, значит, украшали изразцами там, ну, в общем, уже такая традиция в большей степени среднеазиатская. Вот именно такое сочетание, что архитекторы были одни, а строители другие. Да. Ну, продолжая тему мавзолеев, мы же понимаем, что, ну, понятно, что элита там фиксировала там свои захоронения, да, то есть там какие-то знатные люди, но и где мавзолеи, где могила, там обязательно суфи, да. Вот есть ли какие-то памятники, связанные с суфизмом, которые можно проследить по архитектуре? Ну, к сожалению, не очень. Вот. Нет, то, что суфизм был, это как бы хорошо известно по письменным источникам. Понятно, почему именно суфизм в Золотой Орде получил такое распространение. Ну, не только в Золотой Орде, но в частности в Золотой Орде. А потому что это вот переход от язычества к мусульманству, а суфизм, у него там обряды-то такие, в общем-то, несколько напоминающие всякие камлания, да. Вот, поэтому, ну, ну, большая свобода, не такая четкая регламентация, да. Вот, поэтому суфизм действительно очень хорошо прижился. Вот. Что касается памятников, то их практически нету, потому что... А как же вот Ханака в Нарушчате, вот это? Там вот, ну, по крайней мере, выдвигают, что... Нет, ну, значит, в Наровчаке, в смысле Большой мавзолей, да, возможно. Нет, ну это можно предположить. Точно так же, кстати говоря, и можно предположить, что Черная палата, которая... вот, кстати, тоже хотел спросить. Черная палата, которая большой мавзолей. Так, вот про Дом суда и про тюрьму забудьте. Это легенда, понятно. Да, это легенда, это нормальный большой мавзолей. И в Турции до сих пор такие же есть, я прямо на фотографии Очень. смотрю, один вот этот огромный, 3 этажа, все то же самое. Вот, да. Это тоже именно вот И малазийская там суфии делают родение до сих пор. Вот что да, и именно про то, что это может быть мавзолей Ханака, свидетельствует то, что значит, там хоронили не на поверхности земли, а хоронили сам подземный склеп есть, потому что обряды и не могут проводиться в том помещении, где лежат погребенные. Поэтому хоронили внизу, а наверху действительно, скорее всего, вполне могла быть вот Ханака. И в Наровчате, то есть в Мохше, там действительно большой мавзолей,
Что интересно, что этот мавзолей абсолютно тождественный по планировке мавзолей Наджмиддина Кубра, да, в этом самом, в Пыня-Ургенче. Просто вот их план одного и план другого, вот просто можно совместить, там даже размер совпадает. Ну, есть некоторые отличия, но, в принципе, это вот одно и то же. Ну, а то, что мавзолей Наджмиддина Кубра, это тоже мавзолей Ханака, это как бы, ну, тоже это как бы гипотеза, но такая очень вероятная, и все-таки в Средней Азии там проще, там гораздо больше всего сохранилось. Так что, скорее всего, да, так оно и есть. И тоже ведь в этом самом Мохше там тоже есть подземный склеп. Там тоже это все функционирует. Тоже есть. Да, там, то есть какой-то или святой, или почитаемый человек. Там целая семья похоронена. Нет, там даже, ну, и не семья, но, по крайней мере, это какой-то родовой, скорее всего, склеп, потому что там много этих погребений. Вот, и они похоронены в склепе. Склеп такой-то крестообразной формы, причем там еще тоже сделана прокладка кирпичная, чтобы погребенные до земли не касались. Да. Вот. А сверху вот это помещение большое над ним, это действительно, скорее всего, для зиарата, да. Ничего себе. Ну, вот как бы возвращаясь тогда к урбанистике. Золотоордынск город, ну, средний, вы говорите, там типовые мечети, да, у нас джума мечети. А что он из себя представлял? Там, не знаю, вот там в центре обязательно мечеть или базар? Вот. Нет, не одна мечеть. Не одна мечеть. Ну, вообще, ну, я в основном занимаюсь... Нет, Золотоордынский город, вот есть Болгар, пожалуйста, да. Там можно видеть все, что там... Не все, но очень многое из того, что там было, пожалуй, кроме жилых построек, что огромная мечеть, вот это вот таинственное здание, которое дворцом называется, оно, ну, на мой взгляд, пока непонятно вообще, что это такое. Да, которое вот там под таким шатром, значит, это самое... Вот... Мечеть, значит, ну, минареты 2 целых, значит, потом бани 6 штук. Вот. Это на весь Болгар, да, получается? Да, это, в общем, довольно много. Да, они же большие, вот. 6 штук бани. Может, еще были, но, в общем, как бы... Вот. Ну, и мавзолей, это понятно, что это уже погребальные памятники. Вот. Но остальное, да, и потом же, там же раскопан единственный известный точно в Золотой Орде базар. Базар. Да. Это Ага-базар, получается? Нет, Ага-базар — это название. Нет. В Болгаре, как раз вот недалеко от мечети, вот сюда, ближе... Куда это? К церкви или от церкви? От церкви. То есть ближе к реке, получается, да? Нет, не к реке, а скорее к входу. Заповедник. Вот, заповедник, да. Там раскопали, много лет копали, ну, несколько, по крайней мере, лет раскопали очень интересное здание, долго не могли понять, что это такое. Это оказался центральный базар города Волга, причем крытый базар, да. И ну, в общем, он похож, на мой взгляд, ну, нет, есть исследователи, которые это копали, а это копали в основном из Москвы исследователи, это вот Денис Бадеев и Владимир Коваль. Вот, и они прям очень четко все разложили, что это был базар, там как там лавки располагались. Нет, да, в том-то и дело, как располагались лавки, они очень тщательно все это проследили. Значит, там часть помещений, может, полками была какими-то перекрыта, а может быть, ровно имел, но все равно он похож по планировке, как, на мой взгляд, больше всего на Бедистан и вот, собственно, опять же таки, Малой Азии. Да. Копало чаши у нас такое получается. Но это более ранний период, наверное. Нет, это того же времени. Вот как раз вот центральная часть, мечеть, баня большая, вот эта ханская палата, ну, какой-то там дворец, не дворец, но какое-то тоже явно такое здание очень значимое, да. Ну, административное это... административное же. И большой базар, вот, к которому еще вела улочка, возможно, с лавками. Вот от мечети, там улочка с лавками к нему вела. Потому что там, ну, было так. Что. А по поводу административных зданий, вот очень любят говорить, когда не понятно, что это административное здание, когда не живут. Дом феодала наш любимый. Нет, ну, дом феодала — это дом все-таки. Нет, административное здание. Дело в том, что я как-то не знаю... Есть ли такой еще тип здания, да? Да. Потому что обычно вся администрация и всякие там судебные дела, все это было во дворце, собственно. Ну, какие-то отдельные помещения во дворце, там диван заседал, там это... Вот, действительно. Один дворец? Нет, ну, если был дворец правителя, допустим. То есть археологически мы таких не находили пока. Но
в принципе, если просто Ну посмотреть да, там все источники там всякие, да, происходило бы, да. все происходило там, да. Вот. Поэтому говорить о том, что были вот административные, знаете, вот здесь суд был, а здесь там, я не знаю, еще чего-то Налоговая, такое, да, налоговая, да. МВД. Да, вот такое, да, это довольно сложно. А вот вы долго как бы в раскопках сидите в Новгородище, правильно? Селитренного, да, да. Селитренного, да? А что из себя представляли столицы? Чем они отличались от того же Болгара, вот эти сараи? Ну, это другие, конечно, города, потому что вот Болгар, у него все-таки такая довольно длинная история, у него есть крепостные стены. У Вот. Болгара. У Болгара, конечно. Ну, А запрещено же было строить, нет, Золотоордзе стена? ну вот у него есть крепостные стены, то есть там их история там-то, во-первых, они были, возможно, еще в Осень? домонгольский Да. период. Дело в том, что города, которые были построены в домонгольский период, они вообще-то в основном свою структуру не меняли. Вот. Там что-то происходило, конечно, что-то менялось, когда, значит, они становились золотоордынскими, но вот все-таки как бы ядро и основная структура сохранялась. А вот эти вот степные города, которые вот начали строиться С нуля как бы, да? да, с нуля, действительно на ровном месте, вот, то они были совершенно другие. Ну, как они возникали, сложно сказать. Есть описание того, как в Монголии строились города. Ну, и там вот есть описание там Марко Поло, например, или там Урбрука, про то, как вот там хан приказал построить большой кушк, то есть, ну, это Дворец. дворец, да. Летний дворец. И, значит, да, ну, там с большой территорией, с оградой, значит, и к нему стали пристраиваться другие дворцы, других его там подданных, и получился вот такой город. То есть все довольно, ну, беспорядочно. То есть не то, что улицы там как-то Да, это самое. без Вот, ну, генплана как-то, всё. да, как-то вот они, да, и вот возникали города. То, что мы имеем сейчас в Нижнем Поволжье, это, конечно, никакой не 13 век, а это уже, вот 13 век практически почти нет. Поэтому они городов. в Волгове жили, видимо, да, часть? Нет, они строились, но просто, ну, нет у нас, мы не видим вот те города, следов. которые... Нет, вот город Пукек, например, там есть свой 13 века, это вот он под Саратовом, но, к сожалению, там планировку всего проследить нельзя, потому что он под Саратовом. Уже все. Под Саратовом Застроен, да. большая часть, да. Вот, ну, у него сложная история, но вот там... 13 век фиксируется, в общем. 13 век фиксируется, и даже есть церкви христианские 13 века, даже так. там найти, ну, кусочки. Элементы, ага. Вот, Селитренное городище – это город XIV века, который построен при Узбеке. Вот его еще называли Сарай-Бату, это первая столица. Ну, по поводу того, первая, не первая, это до сих пор там есть сторонники этой теории, что первая, да, хотя в основном все согласились уже, что не первая, а вторая, что это новый Сарай, скорее всего. Но дело в том, что просто вот медицинский факт, что никаких слоев 13 века там нету. Поэтому вот просто поэтому хотя бы. Там еще много есть всяких других доводов, но вот хотя бы поэтому, ну, найдите 13 А там век. планировка сейчас есть? И какая-то есть. Дело в том, что лучше всего планировка была прослежена у Царевского городища по Волгоградской Это области, Сарай Джадин, получается. который считался, да, Сарай-Альджигит. А теперь уже... Теперь уже нет. Сарай-Бату, вот, ну, Сарай, это вообще неправильное название. Ну, в общем, скажем так, первый Сарай, вот это мы не знаем, где он. Есть одна версия. Нет, есть одна версия, но это отдельная история. Вот, но... А вот Царевское городище, это, скорее всего, вот этот загадочный город Гюлистан, по которому знали по чекану монет, по письменным источникам, где он находился, никто как-то... А потом, когда сделали анализ монетного материала, то получается, что, скорее всего, все-таки Гюлистан — это вот именно Царевское городище. Да. Вот. А Сарай-Аль-Джадид в результате получается селитренное городище. Ну, как раз с нуля, который новый. Да, нет, ну тут тоже с нуля, но просто вот в другом месте. Ну вот, и дело в том, что, в общем, чем отличаются золотоордынские города? Прежде всего, у них нет стен. Вот у этих вновь построенных. У них нет стен, и поэтому ничто их не стесняет. Они огромные. Вот площадь селитренного городища, она по разным, значит, по-разному ее оценивали, от 20 квадратных километров до там
чуть ли не 40 квадратных километров, но... А для сравнения Булгар сколько? Ой, Болгар гораздо меньше. Вы знаете, я сейчас не могу сказать площадь, но там даже и близко нет. Нет, несопоставимо, да. Вот. Нет, это надо просто смотреть, но я даже не сравнивала. Ну, в общем, мы провели там разведки и что-то смотрели, потому что вот эти, конечно, там 25, там 30 квадратных километров, это со всей округой. То есть условные пригороды? Нет, ну да, вот с какими-то, это даже не пригороды, это, в общем, это могильники, как есть у нас. Кладбище. Да. Ну, потому что, есть кирпич, вот, значит, есть культурный слой. Вот. А мы провели в начале 2000-х такие разведки, достаточно примитивно, у нас денег не было на какие-то там точные приборы, и там на то, чтобы там даже... Да, нет, геофизику немножко сделали, но геофизику на такой площади делать невозможно. Это нужно, я не знаю, заниматься годами и иметь какие-то... И денег очень много. Вот. Так вот, нет, просто даже бурение на предмет это самое, но это у нас возможности не было. Просто внимательно рассмотрели подъемный материал. И там, где есть в качестве подъемного материала битая керамика и там кости, зола, то совершенно очевидно, что это там люди жили. А там, где есть тоже подъемный материал, но это только битый кирпич и изразцы, понятно, что это там не жили, а это, скорее всего, мавзолей. Вот. Хотя бы так, вот так грубо. Мы, в общем, это все определили, и у нас получилось, что площадь селительного городища где-то, в общем, около 15 квадратных километров. А остальное это уже как бы вот такие, скорее всего, могилы, скорее всего, мавзолеи, да, вокруг него. Да. Это тоже очень приблизительно, но в любом случае, конечно, это говорит о том, что город был огромен. Но есть описание сарая Ибн Батуты. Он не мог с утра до вечера. Да, который вот день у них прошел. Они, конечно, не торопились, наверное, но, в общем, там они намаз совершали, там останавливались, отдыхали, но, в общем, они целый день его объезжали, и, значит, в течение полудня они его пересекли насквозь. А на такой территории сколько человек может жить? Говорят, 100 тысяч. Вот. Нет, где-то 75 тысяч. Вот. И еще я как раз больше люблю даже, Ибн Батута уже знают все, вот это его описание, хотя вот когда я только еще студенткой была, это прям был такое открытие. Даже какое интересное описание. Сейчас это уже общее место. А есть еще замечательная история, которую написал такой автор Ибн Арабшах. Не любитель Тимура, да, который... в общем, он написал такую историю про сарай, что у одного богатого человека сбежал невольник. И этот негодяй поселился на краю города и даже открыл там свою лавочку, и хозяин за 10 лет его ни разу не встретил. То есть, в общем, город был большой и заселенный, да. Самодостаточно, в общем, огромный. Да. Упоминая сарай, конечно, нельзя не вспомнить про Ла-Пас, вот это находка, вот этот район, вот этот мавзолей. А у вас какие мысли по этому месту есть? То есть, что это? То есть, это долина царей? Как? Это действительно элитный, да, это действительно комплекс элитных мавзолеев. Вот. Кто именно там похоронен? Это Тополак знает, да. Есть разные версии, но вот надо раскопать как следует. Пока еще рано об этом говорить, совершенно понятно только, что это действительно какой-то удивительный комплекс мавзолеев, но, надо сказать, возможно, не единственный. Вот, потому что вокруг Царевского городища там тоже есть несколько мест, где тоже есть мавзолеи, значит, вот скопления такие огромных мавзолеев, вот, тоже они имеют ограды вокруг себя. И там вот есть такая зубовка, там не меньше по размерам мавзолея, и что хорошо, на самом деле, что они из сырцового кирпича. А это хорошо почему? Потому что все, что из обожженного кирпича, разбирали напрочь. Потому что, во-первых, у них там завал вот этого кирпича, вот этой щебенки кирпичной, которую приходится снимать техникой, потому что вручную это просто невозможно. А потом они стен-то не найдут, они найдут только вот самое основание стен, вот только вот подложку, потому что все это уже выбрано, да. А сырцовые здания, их никто не ломал, они просто сами погибали, да. Поэтому как раз сырец копать лучше всего, потому что там все-таки стены остаются там, до метра бывает высотой. Да, конечно. Это там только естественное разрушение шло.
Вот. Ну вот, было бы интересно. Но, к сожалению, сейчас как-то копается вообще мало всё. У нас, в стране раскопки в основном охранные, то есть под строительство. На это деньги выделяются, и просто иначе нельзя, потому что по закону, да. Застройщики, да. А вот, на научные раскопки достать денег довольно сложно, да. Тем Упоминая сарай, мы вот, хотел там бани тоже были? Конечно, да. Если брать селительное городище, нет, бани были везде. Ага. Вот надо сказать, что, ну, наибольшее количество, у меня есть 2 книги, там это свод практически всех, монументальных построек в Золотой Орде, ну, на тот момент, но это не сильно прибавилось-то. Вот, так вот, самое большое количество — это, конечно, мавзолеи. Их, значит, больше 100 штук известно. Вот, а вторые идут бани по количеству, да. А что вот средневековая баня из себя представляла? Ну, вот как вот? Это было прекрасно, это Да. был рай на земле. Не, ну, Термокаракалы, типа того? ну, не настолько шикарно. Не, ну, скорее турецкие бани-хамам. Вот, потому что, дело в том, что, ну, началось-то всё действительно в римское время, когда придумали эти системы гиппокаустов, но, римские и потом вслед за ними византийские бани, они имели такую планировку. У них был там ряд помещений с постепенно нарастающей температурой. Вот, может быть, 2 ряда помещений. Вот, ну, в бане Каракаллы это, конечно, это вообще что-то грандиозное, и не только Каракаллы. Но дело в том, что вообще римские бани, они включали в себя различные комплексы. Там, значит, кроме вот банного комплекса, там еще были все что угодно: библиотеки, палестры, экседры, там, я не знаю, там какие-то философы учили своих учеников, то есть там было все что угодно. Ну, это в больших, конечно. А, собственно, банная часть, она состояла, тоже все это хорошо описано, там, что там раздевалка, подютериум, потом там терпидариум, кальдариум. Ну, в общем, вот терпидариум — это средняя температура, кальдариум — это горячая температура, и все это вот постепенно так температура нарастала, и потом все это заканчивалось купанием в холодном бассейне. Вот. Восточные бани, значит, всё это у них переняли византийцы, а потом, во время арабских завоеваний, учитывая, во-первых, мусульманские предписания, что всё-таки чистота Ну да. должна быть, ну, потом, опять же таки, жарко, надо всё себя, Фот снимать, да, да. блюсти. Вот, значит, в общем, арабы стали строить тоже бани, хотя поначалу они вызывали у них некоторые подозрения, там, вот там, Абу-Бакр говорили, не знаю, посещал ли пророк баню, вообще хорошо ли это там. Потом есть всякие там, с одной стороны, есть какие-то трактаты, которые предписывают, как нужно себя вести в бане, как нужно там мыться, там, ну и вообще там, а с другой стороны, вот в Средней Азии, например, считалось, там тоже писали, что муж, который дает жене деньги на баню, в общем, типа способствует нехорошему ее поступку. Нечего ей ходить-то в баню, да. Вот. В разных странах просто по-разному это как-то воспринималось. Вот, но постепенно выработался такой тип бани, который вот, собственно, можно наблюдать в больших турецких банях. Ну, сейчас хамамами называют всё что угодно, Ну да, то есть называют там там наводил, любая баня с подпольным отоплением — это хамам, ну, в смысле, с тёплыми Да-да. полами. Нет, бани-хамам настоящие — это именно бани крестообразной планировки. То есть там предбанник, он может быть холодным, он может быть тёплым. Потом, значит, идёт помещение, то есть, ну вот предбанник, нет, предбанник холодный, это я сейчас зарапортовалась. Значит, предбанник обычно все-таки полы у него не обогреваются. Вот, там может быть такая суфы, такие скамьи, вот там, может быть, они могут тоже как-то обогреваться, но пол обычно холодный. В предбаннике посередине может быть фонтан, значит, и посетители там отдыхают до того, как пойти в баню, после того, как они уже пошли помылись. Дальше обязательно следует вот такой массажное отделение, потому что для восточной бани большое значение имеет массаж. Если в римских банях они там физкультурой занимались в основном, да, а потом мылись, да, то, значит, здесь в основном массаж. То есть, значит, вот крестообразный такой зал. Ну, это, то есть, квадратное помещение, у которого 4 угла отделены такими маленькими комнатами. То есть И закончили? получается, да, и получается вот центральная часть, у нее получается такая форма креста. Ну, если вот
квадрат. Понял, если Да, планировку да, посмотрели, да. получается. Да, получается форма креста. Ну, или бывает там более сложный, там звезда, восьмиугольник. Ну, в общем, крест как бы самый простейший. Посередине там стоит суфа, значит, ну, лежанка, Мгм. вот, или в А- Средней Азии это называлось каминкнп, вот, на него раскладывают клиентов, и банщики их там Много. делают им массаж, Хм. да. Значит, вот в этих боковых ответвлениях этого креста там тоже лежанки, значит, угловые... Лежанка теплая, я так понимаю. Там полы теплые. Полы, Да, полы теплые, там все теплое, там и стены могут быть, ну, то есть Ну, горячий воздух воздух. проходит через вертикальные дымоходы, стены тоже, в общем, не холодные, но в основном теплый пол. Иногда бывает, что вот под этим вот центральный камень пол туда тоже выводят вот этот вот горячий тоже воздух. бывает Да, тепло. да. Вот. А угловые, это уже угловые мыльни, там уже такой интимный процесс мытья, значит, вот сначала все там лежат на этих лежанках, Намяли их там. намяли, а потом отпустили вот И- мыться. Очень хорошо описано это у Александра Сергеевича Пушкина в «Путешествии в Разум». Там все прям написано, как все туристские да. банки, понятно. И нет, как вот этот процесс массажа. Мгм. Вообще, надо сказать, что европейские путешественники, там, ну, в XIX веке, там, они когда стали есть на восток, то вот баня вызывала восторг у всех. Такая была экзотика, и они так описывали это все. Вот, так вот, откуда там вообще берется вот это подпольное? Значит, все полы, они на столбиках, которые сделаны, ну, из кирпичей, там, может быть, 10 кирпичей высотой. Значит, дальше они перекрываются ну, какими-то плитами, потом там настилаются, могут быть мраморные полы, могут настираться, там могут быть мраморные, но, в общем, еще полы сверху. Вот. И в дальнем от предбанника конце находится печь, большая печь, в которой топится, и горячий воздух по таким специальным каналам поступает вот в это пространство между столбиками и обогревает. И таким образом вот та часть вот этого мыльного и массажного отделения, которая ближе всего к печи, она горячая, а которая дальше, она такая тепленькая, в общем. Поэтому вот именно тут тоже постепенное нарастание температур. Из холодного предбанника заходит в тепленькую сначала часть, потом проходит дальше уже в горячую. Вот. А вода, она нагревается над той же печью. Вот над печью строятся такие цистерны. Да, в дне одной из этих цистерн, ну, они тоже кирпичные, обмазанные водостойким раствором, а в дно одной из цистерн вмазывается большой котел, собственно, топится прямо под ним, и, значит, вода нагревается, и дальше она по керамическим трубам поступает по помещениям бани, да. Водопровод такой, да? Да, водопровод, да, конечно, был, да. Ну, в Средней Азии там окошечки такие. Ну, кстати говоря, в Средней Азии вот такие бани камам позже появляются. Они к нам пришли не из Средней Азии, они пришли опять из Малой Азии, может быть, из Азербайджана. Там тоже такие были, да. Вот. Вот как раз именно вот такая планировка, она вот это вот... Каменки не было, я так понимаю. Нет. Нет, вот такой вот вообще такой... Термы, в общем. Нет, ну не совсем, там немножко разная система. Ну да, ну в общем, ладно, пусть будет хамам, термы. да. Но, значит, принципиальная разница еще в чем? Значит, в термах там действительно они потом прыгали в бассейн. А в хамам бассейна нет, и быть не может, потому что... Ну да, потому что вода должна течь. Вот в стоячей воде же нельзя купаться. Вода, которая коснулась там тела либо другого человека, либо самого даже того же мусульманина, она уже актуально нечистая. Поэтому вот там только вот... Ну, проточная, да. Да, проточная, вот она течет, значит, там стоят такие вот эти лоханки, их там зачерпывают и обливаются. А вот эти вот водоемы, в которые вода стекала, они вот в Болгаре, в частности, были раскопаны, там самая роскошная, на мой взгляд, ну, белая палата, она тоже довольно роскошная, но красная палата, которая копалась еще в какие-то, по-моему, 50-е годы, вот, там сохранилась чаша фонтана такая красивая, значит, в центре стояла. Она, правда, стояла в центре вот этого массажного отделения, но все равно это именно фонтан, там не купались. А по сторонам там были вот такие
каменные лоханки. Они, кстати говоря, сейчас тоже выставлены, часть из них, 3 вот мы нашли, вчера были как раз. Вот это здание, которое как бы дворец, там стоят еще всякие каменные, ну, постоянно какая-то, ну, элементы каменной резьбы там, вот. И там 3 вот эти вот лоханки Офигеть. такие стоят, да, которые явно из бань, ну, из какой-то из Мгм. бань, так, потому что... А получается, первый в Восточной Европе хамам появился в Беляре, да? То есть это какой, 10-11 век? Вот то, что Ну, в Восточной Европе. в Восточной Европе, ну да, наверное, да. Наверное, да. То есть, а еще как? Но там там другая планировка. Вот там А. нету вот этой крестообразной, еще нету. Вот. То есть, То в есть общем, не она... выработано еще там. Ну да, да. Ну или откуда-то пришло, где Мгм. не так было. Мгм. Как раз вот действительно они появляются вот такие вот с крестообразным залом, вот очень характерные, они появляются именно в Малой Азии. И даже, всегда считал, что это среднеазиатское тоже. Нет, вот я проследила. В Средней Азии они появляются вот таким крестообразным залом, они появляются только в позднее Средневековье. А у нас они раньше. Значит, это либо из Малой Азии, либо из Азербайджана, вот так вот Вот так так. вот, да. Вот. Да, в Беляре там другая. Одна просто из 4 комнат состоит, вот этот, который дом феодалов. Мгм. А вот другой какая-то очень сложная, путанная планировка. Вот, там действительно там есть тамбур, предбанник и одно помещение, это женское отделение, как я считаю, а второе там тамбур, тоже предбанник, еще несколько там помещений, причем там какие-то есть более сложные конструкции, где-то там какие-то еще очишки дополнительные. Ну, в общем, такая не очень развитая планировка, я бы сказала. Ну, не очень регулярная Мгм. То такая. есть начально просто первый уникальный проект, видимо, был. Ну, как смогли, так и Да, сделали. да, классно. Хотя нет, это такое капитальное здание, конечно.